Добрый вечер, все наши зрители. У нас сегодня неповторимый гость, это певица и вокалист Наутова Сусана Нальбиевна. Добро пожаловать. Да, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Мы с вами уже видимся не первый раз. Какие-то были плюсы во время пандемии, когда вы проводили прямые эфиры со всеми творческими людьми. И хочу сказать вам огромное спасибо за проявленный интерес вообще к творческим людям в особенности. Спасибо вам большое, конечно, в это время трудно для всех. Вы нас обрадовали тоже своим выступлением в прямом эфире, да, и как домашний концерт. Очень благодарны за ваш труд и за прекрасный вечер, который вы нам устроили тогда. И надеемся, что этот вечер тоже нас удастся с вами поговорить чуть-чуть намного о вашем творчестве и о биографии. Так что спасибо, что нашли время для нас. Итак, начнем. Хотя я уверен, что многие наши, которые сейчас нас увидят, многие даже, сказал, наверное, все знают, кто такая, кто есть Сусана. Но тем не менее, хотелось, чтобы вы нам представились и сказали немножко о себе, о вашей биографии, откуда вы, где вы родились, немножко о детстве даже. Спасибо большое. Ну, хочу начать с того, что я родилась, в принципе, в Адыгее, да, но в селе Сергиевском, Тагиагинский район, который здесь у нас находится. У меня интернациональная семья, у меня папа адык, мама русская. И так получилось, что мой отец по назначению, по распределению после обучения в АГУ, он учился на спортфаке, и его направили в сельскую местность. Ну, вот так судьба сложилась, и папа приехал в село Сергиевское, познакомился с моей мамой, вот, и мы остались там жить. В принципе, я жила там до какого-то времени, потом уже приехала, конечно, сюда, в город, учиться. Вот, так что... И, у меня мама родом, получается, оттуда, а папа у меня с Кунчхухабля, девичья моя фамилия Панеш, если кто знает, да. Вот, и я хочу сказать, что я больше пошла, наверное, по маминой стороне, именно по музыкальной, творческой. И я сейчас только начала узнавать, я начала интересоваться родословной, не только по маминой, по папиной стороне, но и по стороне мужа. Мне очень стало интересно, и оказывается, по маминой стороне у нас почти все были творческие люди, все пели, и ее родители играли на гармошке, то есть прям музыкальная была семья. А по папиной стороне у меня больше все ученые, доктора наук, профессоры, почти все, ну вот практически и по татиной стороне, по наниной, вот, и по ахуажевской стороне, и по Панеш. Вот, и как-то вот сложилось так, что я пошла по стороне именно по маминой. Хотя, как принято, да, в адыгской семье, что это за профессия, да, такая, петь, певица, то есть, изначально как-то принимали не очень, с положительной стороны, так можно сказать. Вот. Когда уже потом стала учиться, переехала сюда, поступила в колледж, уже, конечно, видели какой-то, наверное, потенциал, и как-то уже подуспокоилась сторона по папиной линии. Вот. Мое детство прошло в селе. Я пела русские народные песни в основном, потому что папа у меня адык был один, как бы, да. Вот. Это тоже мне помогло в какой-то степени. И сейчас
даже когда я исполняю адыгские, да, старые вот такие вот адыгские народные песни, я что-то беру именно вот из русских народных песен, именно вот исполнение. Вот это особенно мне пригодилось вот в «Гошераром Ерепс», именно в этом исполнении, вот как пела тогда еще заслуженная артистка РСФСР Софа Чич, она вот исполняла именно в такой народной манере исполнения. Вот. Ну, начала я петь, я не скажу, что я прям сразу так, ну, пела, как обычно, как все дети, да, дома пела, слышала какую-то музыку, повторяла, но как-то мы пришли в ДК, в клуб, и директор, ну, мы начали петь по очереди, и директор клуба услышала и говорит: не хочешь походить, вот позаниматься? И вот как с этого вот момента вот так вот все закрутилось и началось. И я вот начала ходить в самодеятельные кружки, хор, и потихоньку вот так вот меня втянуло в это. Хорошо. Вот вы ответили на несколько вопросов, которые у меня были. Дальше, вот откуда появился у вас интерес к пению. Вот вы рассказали, наверное, оттуда и началось, да? Дальше вот вы в 2006 году вы окончили Адыгского республиканского колледжа искусств имени Хабсимова. Хабисимова, да. Да, по какой специальности и с чем это отличается от других учебы, которые вы могли бы выбрать там? Ну, я когда переехала сюда, ну, это был, наверное, единственный колледж музыкальный у нас, куда можно было, да, поступить. И тем более именно в этот год, когда я поступила, открылся именно эстрадное отделение, открылось. Было академическое отделение и, ну, конечно, я хотела более эстрадное. Ну, естественно, хотелось более такого, ну, много слушала именно вот зарубежных исполнителей, и хотелось именно вот на эстрадное отделение. И вот именно в этом году как раз я окончила гимназию, я отучилась 2 года еще в гимназии здесь, в республиканской, и как раз я вот поступила на эстрадное отделение, музыкальное искусство эстрады, специальность. Был первый набор, и он был, как говорят, он был самым таким вот именно качественным, хотя и сейчас много хороших вокалистов выпускается, ничего не могу сказать, но все-таки, когда первый, да, первый набор, я думаю, и для педагога это очень ответственно, и больше как-то внимания, усилий. Вот. И тем более у меня была преподаватель, заслуженная артистка России, народная артистка Адыгеи Тамара Анихай, вот, что тоже имело статус, да, уже какой-то статус определенный. Вот, поэтому, ну, это дало мне в первую очередь, конечно, после сельских клубов, да, все равно, ну, это самодеятельные кружки какие-то, да, уже более такое именно профессиональное, да, профессиональное какой-то толчок. И много всего, конечно, я узнала, попробовала, много было ознакомления именно с зарубежной музыкой, что мне очень нравилось изначально, вот, как только я поступила, и как нас начали знакомить с разными вокалистами, группами, я вот прям втянулась, мне это очень понравилось. И вот это дало прям, ну, очень большой скачок такой именно в моей творческой профессии. Вот. Отлично. Вот. Отлично. А дальше вот в 2020 году вы окончили Институт искусств Адыгейского государственного университета, где вы учились на магистратуру. Магистратура, да. Да, что вас вдохновило поступить и что вы защитили там? Но это уже довольно большой промежуток вы взяли. Колледж я закончила в
2006 году, да, в 2005, учась на 4-м курсе, я уже устроилась в филармонию, уже работала, вот. Но все-таки родственники с папой стороны наставили на том, чтобы я имела все равно какую-то специальность, да, нормальную специальность. Вот, поэтому я еще поступила на юридический факультет, заочно училась на юридическом, вышла замуж, работала, вот, и уже прошло какое-то время, и уже после этого, конечно, я уже поступила в магистратуру. Ну, когда уже я поняла, что я уже не буду работать юристом, ну, я уже, в принципе, для себя это давно поняла. Вот, но когда мы уже оставили эту мысль, и я работала уже достаточное количество времени в филармонии, конечно, мне нужно было для статуса, во-первых, для своего дальнейшего развития, конечно, мне нужно было обучение именно по специальности, потому что у меня было только специальность, да, музыкальный колледж, вот, и я понимала, что нужно все равно высшее образование, тем более и мой педагог Тамара Рашидовна Нехай тоже сказала, вот, ну, что ты сидишь, иди, пока есть возможность, учись, вот, уже как бы семья есть, дети, обучайся дальше, вот. И я поступила, да, закончила, слава богу, все хорошо. Педагогическое образование, во-первых, нужно, во-первых, мне нужно, да, я же не буду всю жизнь петь. Я уже задумывалась о том, чтобы обучать уже и детей, может быть, и взрослых, уже как-то, мне кажется, я набралась такого опыта, что я могу уже передать и остальным. Так что... Да, отлично. Конечно, хорошо, что вы тоже и задумались насчет и будущего тоже, да, не только в нынешнее время, что вы поете, артист и вокалист, но и дальше вы думаете тоже, если передаете такое обучение для детей и дальнейшие то есть, талантов. Отличная мысль. Спасибо вам за это. А Спасибо. дальше вот хотелось узнать, вот в течение учебы, что было самым сложным в обучении в Институте искусств? Ой, я могу сказать так, что самым сложным было это совмещать работу, учебу и семью. Вот это самое, по-моему, сложное на протяжении всей, наверное, моей жизни. Я думаю, люди семейные меня поймут, особенно женский род, потому что очень сложно уделять внимание и семье, и работать, когда есть еще и дети, их двое, да, и мальчики, которым нужно тоже уделить им внимание, поэтому так особо, я не скажу, чтобы было как-то трудно, было очень интересно. У нас очень хорошие педагоги в АГУ находятся, которые, ну, во-первых, они поддерживали, естественно, делали какие-то поблажки, потому что иногда совпадали экзамены, зачеты с нашими концертами какими-то, да. Ну, так и только положительные воспоминания остались. И набралась, естественно, опыта. Отлично, На этом отлично. и закончилось мое обучение. Вы знаете, я каждый раз, когда я заканчиваю какое-то учебное заведение, я каждый раз говорю, что я больше учиться не буду. То есть на этом все. Но потом проходит какой-то промежуток, и как мой папа говорит, ну что, куда дальше пойдешь? Я говорю, нет, все, больше я не буду учиться. Вот. Поэтому, и после этого я еще обучалась. Я на этом не останавливаюсь. Ну, останавливаться, да, наверное, в каждом есть что-то добавляет и в характер, и в знание, конечно, нельзя останавливаться, если есть такие возможности, конечно. И знания, и педагог, каждый педагог вносит не только знания, но и свои какие-то, да, качества. Ты по-любому перенимаешь какие-то вот, да, положительные качества. Вот. Поэтому, ну, это, мне кажется, только плюс, положительное. Точно. А вот вернемся чуть-чуть назад, где и когда состоялось ваше первое вступление на сцене? Помните, какие воспоминания были? Вот первые впечатления, которые у вас были. Ну, первые, наверное, это в сельском ДК.
У нас проходили часто районные какие-то конкурсы, фестивали. Я часто участвовала, ездила. Вот я недавно, кстати, думала о том, что вот все говорят, да, какая была в детстве мечта какая-то, вот прям, ну, вот у каждого ребенка должна быть, или кем ты хочешь стать. Вот я начала задумываться, и я поняла, что у меня не было мечты, я вот, мне кажется, я всегда знала, что я вот буду певицей, что я буду вокалисткой, что я буду выступать на сцене. Я выходила вот как будто к себе домой, выступила, спела и пошла дальше, как бы, да, что-то новое учила, вот, ну, я не знаю, у меня всегда были положительные такие моменты, мне нравилась вот подготовка, мне нравилось, если мы куда-то ехали в какой-то другой город, атмосфера сама, вот, общение с другими людьми, да, детьми, когда приезжают, особенно с других стран, городов, когда вот обмениваешься каким-то опытом, у них что-то перенимаешь. Мне вообще нравится вот эта вся суета, когда происходит. Поэтому я вот как рыба в воде, мне кажется, я всегда прям, мне очень это нравилось и затягивало в этот процесс. Понятно. И очень хорошо, что вы так относитесь к этому. А вот дальше я бы хотелось бы знать еще. Вы были участником ансамбля «Оштен» до 2002 года. Можете описать ваш опыт? И что этот опыт повлиял на ваше состояние, становление тем, кто вы сейчас есть? Ну, я проработала там с 2005 по 2022 год. Это вся моя сознательная жизнь, по-моему, прошла в этом коллективе. Я узнала много чего нового. Во-первых, я когда пришла, ну, то есть я еще даже не закончила колледж, я устроилась на работу, да, когда я пришла и услышала рок на адыгском языке, я, честно, была в шоке, что вообще можно на адыгейском языке исполнять рок, и мне это так понравилось. Я вообще очень люблю роковую музыку, тяжелую музыку, такой лайт-рок, да, более такой. Мне очень нравится. И я прям вот сразу в это втянулась, и я очень много песен, ну вот мы сделали и на адыгском языке, и на русском языке роковые, и авторские песни Алия Асламбековича Хачика, который был моим руководителем. И мне очень прям нравилась вот эта атмосфера сама. Я могу сказать, что руководитель, мой художественный руководитель, очень многое внес именно в меня, да. Я вообще очень быстро впитываю и очень привязываюсь к людям. И мне как-то легче, вот, когда особенно ты с человеком, да, на одной волне находишься и понимаешь, что он хочет от меня, а что он, и наоборот, да, вот. И очень много вот знакомил именно вот, ну, я еще повторюсь, с зарубежной музыкой. Мне нравилось что-то совмещать, да, делать адыгские народные песни в совершенно другой интерпретации, в другой аранжировке. Были какие-то вот такие моменты, что мне очень это нравилось. Разножанровость. Вот именно там была разножанровость. Не именно, что вот прям адыгский фольклор и все. Нет, там прям много чего было интересного. И это прям, ну, было запоминающееся вот именно вот этот промежуток, довольно-таки большой промежуток и в творческой жизни, и вообще в моей жизни, потому что я начала работать с 18 лет, да, и уже как бы большую часть жизни там, я и провела, да. Вот, поэтому могу сказать только положительное. Я очень благодарна вот за эти эмоции, за этот опыт, который я там приобрела. Понятно. А дальше вот по окончанию вы начали свою сольную карьеру. Что вдохновило вас пойти по этому? Ну, вдохновила, ну, начну с того, что в каждом коллективе, да, все равно есть руководитель, который, то есть уже заложена, да, какая-то концепция там определенного коллектива. Я вот даже могу сказать, что
я уже столько набрала всего по чуть-чуть, и того, и того, и я уже, мне кажется, я уже состоялась именно как солистка, отдельная солистка. И мне хочется делать уже то, что мне нравится, то, что мне ближе. Я уже понимаю, что я хочу, какие песни я хочу петь, да, и уже хочется все равно именно сольного творчества, что-то свое делать, экспериментировать, что-то пробовать, вот. Поэтому пришлось уйти в сольное плавание, и я этому очень рада, честно. Мы тоже очень рады слышать ваши песни, Спасибо. которые, наверное, будут отражать то, что Сусанна сама бы хотела петь, да? Вот сольная карьера всегда отличается тем, что артист проявляет свои эмоции, свои ну, жанры, наверное, даже, да? Это отражается полностью в своей песне. Да, да. И вот как раз хотелось бы узнать, какой музыкальный жанр вам ближе всего? Вы сказали, наверное, рок, или еще есть что-то? Ну, честно, я не могу сказать, что мне прям определенный какой-то жанр нравится. Я вообще люблю слушать любую, совершенно любую музыку. Мне нравится и классика, и рок, и джаз. Я все люблю и слушать, и пробовать. Не только слушать, но и петь, пробовать петь. И вот как раз после окончания, да, магистратуры так получилось, что были направления, и я попала в МГИК, да, Московский институт культуры, и именно к народной артистке России Ларисе Долиной. То есть, ну, наша джазовая прям звезда, да, народная. И я прям вот схватилась за это, думаю, вот все, ну, джаз я тоже люблю слушать, но хотелось бы именно вот набраться опыта, именно вот как исполнять, тем более как исполнить джаз с адыгским, да, текстом, это еще сложнее, мне кажется, ну, по мне. Вот, и я попробовала и в этом жанре спеть. И я думаю, еще будет и во многих жанрах. Я попробую себя. Теперь у Отлично. меня есть возможность в любом проявить себя жанре. Так что я не могу сказать, что я какой-то определенный жанр люблю. Мне нравится все, совершенно все слушать. Мне кажется, так и должно быть. Естественно, да. Вот, как вы сказали, у вас уже была песня в жанре джаза на адыгском языке. Это единственная музыка, которую я слушал. Я не знаю, может быть, есть другие, но вы впервые, наверное, такую песню спели вот именно в нашей культуре, в адыгском культуре, чтобы было на джазе. Эксперимент, как вы оцениваете такого эксперимента? Удалось ли выхватить вот этих двух культур и совместить в одну творчество, которое вы сделали вот с этой Да, песней? ну это Как вы нужно думаете? и у зрителей, думаю, можно спросить, да, и Да, слушателей. Ну, много было положительных отзывов, честно. Ну, во-первых, я не буду делать то, что мне не нравится, да, вот если я взялась вот за эту вещь, я знаю, что я ее сделаю и выпущу, и она мне нравится, что я получаю с этого удовольствие, я как бы за это возьмусь и сделаю. Я считаю, что она удалась. И я и хотела именно сделать ее именно чтобы аранжировка была именно джазовая, не с гармошкой, да, а просто чтобы текст был нестандартная. адыгский, именно джазовый. Ну, мне кажется, очень хорошо получилось. Ну, много было положительных отзывов, да, и еще повторюсь, и много писали из Чечни, из Кабарды, и от вас были положительные отзывы, и наши, ну, кто-то говорил, что, ну, немного было как-то некомфортно слушать адыгский язык именно в такой интерпретации. Ну, я думаю, люди потихоньку привыкнут и к такому Да, 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 я думаю тоже, прочтению. как вы, что можно экспериментировать и можно составлять вот этих
двух или более, может быть, даже направлений или жанры совместить вместе, и может что-то получится, что-то интересное. И да, я, как вы сказали, мне очень нравится ваше творчество, и я надеюсь и думаю, что все оценивают вот прекрасные песни, которые вы выпускаете, и как раз бы хотелось узнать, кто пишет слова на песни, и кто составляет вот это в композиции, музыку, которую составляет кто для вашей песни. Ну, знаете как, когда я ушла из коллектива, да, было очень сложно найти именно авторов и композиторов, которые сделают то, что мне нравится. Ну, надо вот найти своего автора и своего композитора, чтобы все были как-то на одной волне. Мне в этом помогла одна женщина, очень хорошая, Лейла Курашинова. Она меня познакомила с Амином Дилакаровым, о котором я не знала вообще раньше, до этого. А потом, как оказалось, что все они знали моих по отцовской линии, да, всех знали друг друга, то есть некоторые жили в одном дворе, вот. Ну, как-то все так сложилось, что, оказывается, мы знакомы, и оказывается, мой тата учил Амина Дилакарова, когда он еще жил здесь, в Адыгее, сейчас он в Москве живет. Ну вот как-то вот так все сложилось, всё, видимо, так и должно было быть. Вот все в один момент, и прям сразу, вот я могу сказать, что сразу нашлись и авторы, и композиторы. Вот с Амином Дилакаровым мы работаем, вот уже, получается, джазовая вещь его, и музыка, и слова. Сисабы недавно вышла тоже его вещь, очень такая, я бы сказала, ни на что не похожая тоже композиция, прям очень мне зашла. Вот, тоже его и текст, и музыка. Еще одну вещь мы тоже готовим его. Вот. Еще познакомилась с Артемом Пысь. Это тоже наш земляк. Он сейчас тоже проживает в Москве, но он периодически приезжает, и мы с ним тоже делаем какие-то вещи. В скором времени, кстати, у нас выйдет дуэт со Стимиром Апанасовым, который, кстати, и написал Артем Пысь. Я думаю, всем тоже очень понравится. Мы на это надеемся. Будем ждать с нетерпением, естественно. А вот как Да, раз... поэтому все как-то так сложилось. Хорошо, отлично, отлично. А дальше вот вы как раз напомнили о песне, которая недавно вышла, да, прекрасная песня «Сисаби» на дикском языке. Хотелось бы узнать больше, если вы поделитесь информацией, кто писал, кто работал над этой песней, и что побудило вас петь именно эту песню. Ну вот эту песню именно написал Амин Дилакаров, но не специально для меня. Мне ее прислали, мне сразу понравилась мелодия, во-первых, у нас обычно, да, повторяются какие-то ходы, это вот и мелодия такая необычная, и текст, естественно, текст такой прям, ну я как мама, мне прям этот текст сразу зашел, да, тем более, когда у тебя есть дети, ты можешь прочувствовать эту песню, вот, и он посвятил вообще эту песню своей внучке, которая родилась. Вот. Ну, мы ее немного он подкорректировал под меня. Вот. И мы сделали именно в такой национальной, с гармошкой. Аранжировку делал Анзаур Миш, наш аранжировщик, композитор. И мне кажется, получилась очень хорошая вещь такая. Вообще у меня появляются песни такие колыбельных, уже у меня несколько, две, наверное, еще третью, я думаю, мы скоро сделаем. Именно такие вот для детей. И вот, кстати, мне дали идею, что можно сделать именно вот альбом, да, вот специально детские, там для детей, колыбельные вот такие, именно вот, которые на адыгском языке. Я думаю, мы этим тоже займемся в скором времени. Прекрасно, прекрасно. Это было бы хорошо. И,
как раз на английском языке тоже Да, ну, у меня будет... упор идет именно на адыгскую музыку, адыгские песни, так что А вот здесь хотелось попросить вас если куплет спеть нам. Можно ли Сиса, любая композиция, которую вот сейчас могли бы спеть нам? давайте. Гатхачиждаха уақат фахух, ехлясык шағыраты қауашақ варуаса. Сиса быдах, унасыпыш одунайы мамарт хам қауетва. Сиса быдыш, вянара вятырат хам вадиғат сиса быдыш. Ну, немножко так. Прекрасно, прекрасно. Спасибо. Очень, очень красивая песня. И, конечно, ваше исполнение этой песни делает еще красивее, конечно, чем она. Ну, Спасибо. сама красивая песня, но вы еще украшаете своим голосом. Спасибо огромное. Хотел пойти в другое направление. Как вы балансируете свою работу и частную жизнь? Ну вот я об этом и говорила, что как-то я стараюсь. Трудно, но Да, трудно, но при балансируете. этом, я думаю, я все успела. Вышла замуж, родила детей, в принципе, и сейчас уже, мне кажется, вот тот момент, когда можно заняться сольным творчеством спокойно все-таки. Вот. Ну, стараюсь. Я думаю, на все найдется время. Главное, было бы желание. Хотя у меня муж тоже творческий человек, он у меня танцует в Государственном академическом ансамбле «Нальмэс». Так что у нас творческая семья, и дети тоже творческие, особенно младший у меня тоже и поет, и танцует. Так что мы как-то в этом живем постоянно, мне кажется. Это хорошо, но надо еще и поддержка, да, у вас в семье есть, и Да, как раз вы поддерживаете друг друга, ну, это хорошо, что семейная атмосфера, да, на поддержке друг друга, и дети тоже у вас в это же направлении, у них есть свое творчество. да, да. Вот бы хотелось узнать еще, как вы думаете, каким качеством должен обладать артист? Или какими Артиста, качествами даже? Не одно качество, а качество. ну, конечно, оно так и должно, все должно быть в совокупности. Настоящий артист, как мне кажется, да, должен быть, ну, во-первых, вокалистом, хорошим вокалистом, актером, тем более вокалисты, да, они должны передать все эмоции, весь сюжет песни за 3-4 минуты, и нужно прям сразу вжиться в роль, да, вот именно в эту песню. Я иногда, когда пою какие-то песни, я иногда просто забываю о зрителях, потому что до такой степени меня прям уносит в песню. Бывает, что и такие моменты. А так в совокупности это все должно быть. И артистизм, и профессионализм, естественно. Артист должен обучаться, постоянно работать над собой каждый день. Иначе, мне кажется, ни артиста, и артиста не будет, и не певца, потому что, знаете, есть такой стереотип, что вокалисты, ну, что они там, да, делают, вышли, спели и ушли. Вот, а когда начинают разбираться, что, оказывается, мы тоже обучаемся, да, не один год, и вокалу, и у нас помимо этого и много других, да, каких-то, и сольфеджио там, и пластика, танцы, да, все вместе. Над этим нужно заниматься и нужно работать обязательно. Конечно. Да. Вот вы выпустили несколько синглов, ну, как песни отдельные, да?
которые были восприняты вашей аудиторией с восхищением и оценкой. Как вы относитесь к этому успеху? Что вы планируете делать дальше? Если какой-нибудь альбом песен, который вы планируете выпустить в будущем? Ну, конечно, для того, чтобы выпустить альбом, да, нужно накопить эти песни. Над этим я и работаю. Сейчас у меня в репертуаре получается 3 песни, которые выпущены, именно выпущены студией, да. Так, помимо этого еще много песен, которые еще не выпущены, они есть уже записаны, есть песни, которые в работе, и на других языках, кстати, тоже скоро, я думаю, выйдет. Есть те, за которые я еще не бралась, но физически просто не успеваешь. А так, конечно, я для этого и работаю, чтобы выпустить альбом именно национальной музыки, национальных песен. Думаю, все получится. Все получится. И будем ждать с нетерпением. Спасибо. Дальше вы приняли участие в шоу талантов на телевидении. Расскажите, пожалуйста, немного об этом опыте. Как Ну сложилось, это что был, вы участвовали? да, это был мой первый опыт в плане именно телевизионного шоу. И это был, я хочу сказать, огромный опыт. Кстати, вот девочка зашла, Катя, привет, она участвовала со мной вместе. Вот, мы, кстати, очень сдружились все и периодически общаемся, созваниваемся, с кем-то списываемся. Хорошо, что есть сети, соцсети, через которые можно пообщаться. Вот, ну, это был очень хороший опыт. Я дошла до финала. Много было эмоций, конечно, много было чего сделано, да, со многими познакомилась именно профессионалами, и я наблюдала за всеми, и за участниками, и за теми, кто работал с нами. Это было, конечно, очень интересно, много чему научилась, как нужно работать, потому что, конечно, совершенно другой уровень был. Вот. Поэтому, ну, очень было интересно. Много песен спели, и знакомств много, да, и только положительные, вот могу сказать, только положительные такие впечатления остались. Конечно, хотелось бы еще принять участие где-то, я уже начинаю об этом задумываться, но посмотрим. Желаем успехов, если вы планируете, это было бы хорошо, конечно. И это тоже как набирает опыт, да, что-то другое, и что-то добавляет, да, к вашим творческим Конечно, да. мышлениям тоже. Отлично. Желаем успехов, обязательно. Вы еще участвовали в некоторых концертах на родине и за пределами. В каких странах вы были? И какой был ваше впечатление, увидев черкесской общиной на диаспоре? Ну, первый раз у меня был выезд за границу, именно первый раз. Это в 2015 году вместе с государственным ансамблем Нальмес я выезжала в Китай. Мы представляли как и черкесов, да, ну, и Россию, в принципе. И там вот, кстати, ну, мне пришлось выучить 2 песни на китайском языке, на русском языке и спела и на адыгском языке, да, то есть репертуар был обширный, я бы так сказала. Почти 2 месяца мы гастролировали, очень хорошо принимали. И, кстати, недавно, вот вчера вот, да, приезжала китайская делегация, спустя 8 лет мне пришлось петь опять эти 2 китайские песни на китайском языке. Это прям очень были такие впечатления, конечно. Вот. Потом в 2018 году мы ездили на фестиваль, адыгский фестиваль, проводился в Израиле, Кфар Кама, где проживают только адыги, да.
Очень мне понравилось, как там вообще проживают, да, адыги. Во-первых, мне нравится то, что они вот сохраняют адыгский язык, то есть там на русском почти даже никто не разговаривает, все на адыгском общаются. Вот отдельно, как можно сказать, да, отдельный уголок такой у них, они прям сформировали. Вот. Так же, как и в Иордании, ну, там мне не приходилось быть, а там мы побывали, да, очень мне понравилось, конечно. И сама организация, вот, они прям любят, когда приезжают к ним, да, адыги. И у нас и песни, да, и на адыгском, и танцы, вот, прям, ну, такая атмосфера очень хорошая была, я прям очень под впечатлением была. В этом же году мы и ездили также с Нальмесом в Турции побывали. В Арханлы, по-моему, у нас проходил фестиваль. Там очень много было, большое количество тоже проходило, да. По-моему, 10 тысяч или более человек, то есть очень такой масштабный, по-моему, больше даже было. Вот. Ну, вообще мне нравится очень, как они принимают, они очень такие доброжелательные, да, всегда рады принять на своей уже там земле. Вот. Поэтому это всегда такое большое событие, мне кажется, и для них, и для нас тоже. Ну, это и хорошо, что есть такие фестивали черкесской диаспоры, где тоже с родины приглашают артистов, которые тоже представляют эту культуру. И хорошо. И желаем, чтобы тоже расширилось вот это вот, ну, и в Иордании могли сделать, и в другие страны обязательно хотелось, чтобы такая возможность у нас была. А дальше вот Да. в 2022 у вас состоялся первый сольный концерт. Всем и поздравляю. Как прошел Да. концерт и какие отзывы, если вы нам расскажете? Ну вот, получается, уже почти год назад, как прошел этот концерт, почти сразу, ну, почти сразу я начала готовиться после того, как я ушла уже из коллектива, и я просто думала, что вот именно сейчас вот нужен, вот прям сразу мне нужен сольный концерт, да. И я вот познакомилась и с Артемом Пуис, кстати, он такой очень яростно пропагандирует адыгскую культуру, хотя он сам по национальности не адык, да, хотя он наш земляк. Вот. У него очень много сборников, которые он издал, и Умара Хабисимова, да, в своей аранжировке, в своей интерпретации. Свои есть уже какие-то произведения, песни написанные. Вот, и мы совместно с ним начали делать программу, но у нас была программа не более такая академическая, да, именно под рояль. А нам вот хотелось опять также поэкспериментировать, не сделать концерт под гармошку, да, там, а именно вот что-то сделать такое классическое, более такое интересное. Вот, и некоторые песни у нас были, которые я уже исполняла, но мы сделали совершенно другой аранжировки, а некоторые были совершенно новые песни, и им написаны, и вот, кстати, и джазовая вот эта вещь, первый раз я исполнила ее под рояль, вот, и несколько других песен, которые еще не выпущены. Ну, мы сделали именно в такой интерпретации, можно сказать. Но были только самые положительные отзывы. Мне кажется, концерт очень был хороший. У нас был задействован еще солист Государственного симфонического оркестра Мадин Сташ. Он играет, мне кажется, на всех инструментах, которые можно. Вот, он играл и на адыгских инструментах щучевщин, да, и камыф на саксофоне, но саксофон это не адыгский инструмент. Ну вот мы пытались, да, как-то сделать интересно именно
где-то и прям совсем такой адыгский колорит, да, фольклор, и национальные, и народные произведения, и современные. Вот. Поэтому получилось очень интересно. И мы, кстати, скоро, я думаю, уже доделаем этот концерт и выпустим его в YouTube, чтобы все могли посмотреть, что именно мы делали. Отлично. Вот. Так, у нас также еще был солист приглашенный, Аскер Бербеков, заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Спасибо ему большое, что тоже откликнулся. И многое, что тоже с ним сделали, какие-то дуэты. Поэтому очень было интересно, мне кажется. Так что ждем, ждем концерта. И мы также ждем ваш концерт. Вот даже вот хотелось бы узнать, на каких языках вы поете и на каком из них вам кажется более эмоциональным и подходящим вот даже для себя, для вашего голоса и вокала. Да, вот, кстати, на этом концерте я спела на адыгском языке, на русском, на грузинском, на итальянском и на английском. Решили показать максимально все, что мы умеем. И вообще мне нравится петь вот на разных языках. В каждом языке есть своя изюминка, мне кажется. И в основном вот если я учу, да, на каком-то языке, делаю транскрипцию на русском, ну, кого-то прошу, кто знает язык, делаю транскрипцию, но все равно я потом слушаю это на слух. Как это пропевается правильно, как произносится. В общем, мне очень нравится петь на разных языках, очень интересно. Особенно вот грузинский язык мне очень прям близкий почему-то. Я его как-то очень быстро выучила. Буквально там за 2 недели выучила песню, сделали аранжировку и записали клип. Как-то спонтанно вообще. И вещь очень зашла, в Ютубе прям много отзывов от грузинского народа, просят еще какую-нибудь грузинскую песню. Ну, у нас более-менее такие похожие, мне кажется, там какие-то горловые, да, более-менее. Ну, для меня самый, если говорить о сложности, самый сложный для меня, это даже не китайский язык, а адыгский. Вот я не знаю почему, сложно, особенно когда какие-то вот такие лирические песни, да, где ты поешь там, где нужно проявить нежность, да, тут у тебя какой-то горло, и вот и не знаешь, как это все совместить, чтобы это получилось как-то и мягче, и при этом, чтобы ты выговорил это. Ну, для меня самый, наверное, особенно когда я учила ЕГЭ, там такие старинные слова, очень длинные, которые нужно как-то распеть. Ну вот очень было сложно. Ну, если есть желание, можно все выучить, мне кажется. Конечно. Вы, как вы сказали, наверное, вот эта комбинация вот букв, сложных букв в адыгском языке, скомбинировать и как-то еще спеть, это будет, ну, трудно, да, труднее всего, чем остальные Да, языки. Да. Кстати, вот песня это на грузинском языке, это Йора, да. да, очень прекрасно получилось, и кто бы хотел увидеть, вот как раз хотел узнать, где можно услышать и видеть ваши клипы и песни. Ну, на YouTube-канале у меня все есть, и грузинский я периодически выкладываю, как только выходит у себя на YouTube-канале, да. Иоро, Отлично. она вообще известная, да, песня, и Да. если ее забить просто в Ютубе, там высветится очень много количества, кто ее исполнял. Конечно, каждый делает свои интерпретации, каждый по-своему, но я вот увидела ее именно так, вот сделала по-своему Понятно. как-то. Не, я имею в виду ваши песни, вот, где можно слышать и найти на YouTube. У вас есть собственный канал, Сусан На Ютубе, Даутенко, да, на и, Ютубе, в и на, Инстаграме, ВКонтакте, везде выставляю, выкладываю. на Spotify, и вот Яндекс Музыки и остальные находятся. Ну, я не Можно знаю, найти ваши песни там. а,
может, да, ну, кто-то выкладывает, я в основном чисто у себя на страницах, ну, может быть, и есть. Надо будет этим тоже заняться. Да, сейчас цифровая музыка, конечно, это везде доступно, в любую страну можно найти. А вот на последний вопрос. У вас каковы планы на будущее? Что вы могли с нами поделиться, вот, если секрет сказать? Ну, планы творить, записывать, искать песни. Но у меня как-то получается, само собой, кто-то прислал, когда ищешь, да, чего-то, может быть, ну, иногда, может быть, и находишь. Но в моем случае обычно все как-то приходит вот так вот. Кто-то прислал, где-то я услышала, ну вот все как-то спонтанно. Мне кажется, так и лучше в моем случае, потому что если буду искать, и я буду придирчиво там ам, а, думать, нет, это не пойдет, надо что-то другое, вот это я начинаю слишком загружаться по этому поводу. А так, ну, если песня понравилась, я сразу ее слышу, вот как ее можно сделать, какую можно сделать аранжировку, как вообще можно, да, спеть, какие-то моменты интересные сделать. Вот. Ну, готовлю очередные песни, планирую одно, как получится, это как Бог даст, как говорят. Потому что планируешь одно, получается все по-другому. Ну, Вот. надеемся, что ваши планы все сбудутся, и мы ждем ваших успехов с нетерпением и творчества в дальнейшем, Да. чтобы развивалось и больше увидели ваших прекрасных работ. Ну, и, естественно, Спасибо. еще вы сказали, что у вас будет концерт, сольный концерт, надеемся, скоро, так? Ну, планирую, да. Планирую, конечно, ну, вот, набрать больше песен, доделать какие-то еще в работе, какие-то еще не начали делать, но есть задумка сделать что-то интересное. Хочется еще сделать несколько дуэтов с какими-то артистами. Вот, поэтому как только, я думаю, сразу сделаем и сольный концерт. Обязательно, обязательно. Вот у нас Расита Хаткакова пишет, что Сусана одна из трудолюбивых и грамотных артистов у нас в Адыгее. Это видно и слышно. Дальнейший успех. Спасибо Успех. большое. Спасибо, Расита. Очень приятно, что вы с нами тоже. И, конечно, наши гости написали что-то, но, к сожалению, мы не смогли увидеть все. Слышим Мы были ваш слова. заняты. Да, но в дальнейшем увидим их комментарии. И как раз бы хотелось, чтобы вот по окончании интервью, если вы обращаетесь к нашим зрителям, что бы вы хотели сказать им? Ну, во-первых, я хочу сказать огромное вам спасибо за проявленный интерес не только ко мне, но и ко всем творческим людям, людям искусства. А, Во время пандемии, да, вот все начали как-то общаться, больше стало вот брать таких интервью, да, но по прошествии пандемии вы все равно продолжаете это делать. Это очень ценно и для нас, и для зрителей. Очень хочется сказать вам огромное спасибо. Надеюсь, мы еще встретимся. Надеюсь, встретимся не только через экраны, но и вживую. Да, да, обязательно. Надеюсь на Да, это. вот, спасибо вам огромное. Ну, всем я хочу пожелать, самое главное, мирного неба над головой, счастья, любви, процветания всем детям нашим. Вот. И главное, любите и будьте добры к себе и к окружающим. Спасибо большое за ваше время, уделенное на это интервью. Я очень рад, что вы выбрали это время для нас. И желаем успехов в дальнейшем
ваше творчество, чтобы мы могли увидеть многое другое и многое творчество, которое вы нам обрадуете. Карин. Спасибо, спасибо большое. Удачи. Счастливо.